Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV, в эфире радио Next FM, а также в наших страничках на Facebook и YouTube Арча Медиа. Очередная прямая трансляция. Перед ее началом хочу попросить тех, кто смотрит нас в Facebook и в YouTube, поставить побольше лайков, потому что это позволит увидеть и запись, и прямую трансляцию нашего эфира как можно большему количеству людей. Почему это важно? Потому что Next TV по-прежнему поднимает актуальные темы и приглашает интересных экспертов. Сегодня нашим гостем станет Бакытбек Джумагулов, председатель Общественного фонда Институт мира и развития Центральной Азии. Здравствуйте, Бакытбек. Здравствуйте. 20 и 21 июля в Чолпан-Ате на Иссык-Куле проходит 4-я консультативная встреча, так она называется официально, но неофициально мы можем ее назвать довольно крупным саммитом лидеров сети всех 5 центральноазиатских государств. Бакытбек, скажите, на ваш взгляд, насколько эта встреча формальная, или все же, как было заявлено, в частности, Министерством иностранных дел Казахстана, эта встреча станет судьбоносной, которая определит для нас вектор развития всего, не только нашей страны, но и всего Центральноазиатского региона на ближайшее время? Да, здравствуйте. Вы знаете, к этой встрече, можно сказать, лидеры стран Центральной Азии и в целом можно с уверенностью сказать население этих стран Центральной Азии, потому что данные встречи потом и дальнейшие договора, меморандумы, проекты, которые в дальнейшем будут приниматься как результат вот этой встречи, они непосредственно окажут влияние на каждого жителя этого региона. Население этого региона составляет на 2022 год около 76 миллионов и 200 тысяч на 2022 год. Такая статистика. И за последние годы внутренний валовый продукт совокупности стран Центральной Азии превысил более 300 миллиардов долларов США. Последний 2020 год был зафиксирован около 260 с чем-то миллиардов долларов. И вот последние годы, несмотря на то, что пандемия, все это уже можно говорить о таких динамиках. И, конечно, эта встреча, она является очень такой исторической, знаменательной. И эта встреча важна не только для лидеров, руководителей и, как я сказал, для населения стран Центральной Азии. На эту встречу очень пристально, можно сказать, и наблюдают многие лидеры других стран, соседних стран. И также эта встреча очень интересна и для таких глобальных игроков, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, страны Евросоюза. Вот можно сказать, это историческое событие, которое будет происходить в ближайшие 2 дня, имеет, можно сказать, очень такой важный геополитический аспект и уровень. Угу. Бакытбек, давайте, наверное, остановимся я думаю, будет интересно обсудить, с каким оттенком внимания будет у каждого из крупных геополитических игроков. И я думаю, стоит начать, наверное, с Российской Федерации. Объясню, почему именно с нее, потому что, я думаю, и события в январе в Казахстане, и недавние события в Узбекистане, в Каракалпакстане заставили лидеров этих стран, наверное, немного по-другому взглянуть на роль Российской Федерации в интеграционных объединениях. Плюс нельзя сбрасывать со счетов и войну в Украине, которая продолжается уже практически полгода. Вот с каким взглядом Россия будет смотреть на эту встречу? Вы знаете, да, вот вы очень хорошо сказали. Да, безусловно, здесь и Россия, и Китай, и США смотрят на регион, они осознают важность региона. В истории мы знаем, да, здесь так называемая, как вот среди экспертного сообщества, среди населения, да, политологов, журналистов, то понятие большой игры стало, когда здесь столкнулись интересы на тот момент Российской империи,
Английской империи, Османской империи. Вот такие процессы происходили здесь. И в настоящий момент, после развала Советского Союза, Центральноазиатский регион, он стал, так сказать, опять же, объектом, где разные страны, разные игроки начали предлагать свои определенные проекты. Допустим, проект, предлагаемый Соединенными Штатами Америки, можно его сформулировать проектом Фредерик Старра «Большая Центральная Азия». Фредерик Старр отмечал о необходимости объединения стран Центральной Азии и в том формате, который сейчас начинает происходить, и в последующем включение стран Центральной Азии в процесс по стабилизации ситуации в Афганистане. И также Фредерик Старр отмечала, что необходимо рассматривать Центральноазиатский регион не только странами этих наших 5 стран, да, здесь еще необходимо включить Афганистан как территориально относящуюся к региону Центральной Азии. И в последующем необходимость отмечалась в проекте Фредерик Старра необходимость создания каких-то таких проектов экономических, политических, культурных со странами Южной Азии. С Российской Федерации также запускается проект, это первый проект, который был поддержан Назарбаевым, можно сказать, Назарбаев его дальше, Евразийство, проект Евразийства. Это было начало заложено Таможенным союзом, договором Таможенного союза между Казахстаном, Белоруссией и Российской Федерацией. Потом в последующем уже к этому договору начали подключаться Кыргызстан, Армения. И сейчас вот этот проект ЕАЭС, он в таком состоянии оказался. После ухода Назарбаева, прихода Касым-Жомарта Токаева, можно наблюдать, что со стороны Казахстана к проекту ЕАЭС было, так сказать, немного, и учитывая, что уже проект, он уже ЕАЭС начал, так сказать, конкретно реализовываться, этот проект на себя начали ощущать как бизнесмены, так и население стран Центральной Азии и стран, которые присоединились к этому, увидели его плюсы, минусы. И в этом случае в 2020 году, кажется, по инициативе Касым-Жомарта Токаева не был подписан документ «Стратегия ЕАЭС до 2025 года», который подразумевал более углубленную интеграцию этого. Да? И, конечно, в этом случае российский проект, он подразумевает дальнейшее включение в проект ЕАЭС Таджикистан, Узбекистан, и в дальнейшем в этом формате уже подключаться к более глобальному, так сказать, проекту, который предлагает Китай. «Один пояс, один путь». Это выход стран через страны Центральной Азии, на страны Европы, России и так далее. Да, через сухопутную. Это и дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Казахстан также лоббирует проект дорогу через Харгос железнодорожную, также с подключением к этому проекту «Один пояс, один путь». И, конечно, со стороны России, если рассматривать этот проект и в последующем, да, так сказать, это объединение формата Центральной Азии, то реализация проекта, дальнейшее углубление и принятие каких-то стратегических документов по развитию ЕАЭС, он немного будет уже тормозить этот проект. Можно сказать, проект ЕАЭС остановится на этих странах, и там уже вопрос дальнейший станет, как этот формат будет. Если этот документ дальше заработает. А как вам кажется, после начала войны в Украине, после того, как Касым-Жомарт Токаев сделал несколько заявлений и резко там начались экономические, не то что войны, но препятствия, да, для экспорта казахстанской нефти, газа,
Насколько вообще проект ЕАЭС сейчас интересен тому же Таджикистану, тому же Узбекистану? Как бы вы прокомментировали? Безусловно, после, так сказать, агрессии России, то, что в российских кругах называется специальной операцией, и последующие за ними санкциями со стороны стран Запада и других восточных стран, это все повлияло, да, вот, на экономическую активность и на ситуацию. Наиболее уязвимыми странами, вот, если дальше вот смотреть дальнейшие форматы, наиболее уязвимой страной вот, в плане применения санкций в этом случае является Казахстан, потому что Казахстан завязан на глобальных мировых, да, вот, ресурсах, и на ней, конечно, это все скажется. Вот я же говорил, товарооборот в целом ВВП, да, вот, стран Центральной Азии последние годы около 300 миллиардов. Из них около 170 миллиардов это ВВП составляет Казахстана. Конечно, вот процессы санкционные, они непосредственно могут повлиять на ситуацию экономическую, и в дальнейшем, да, учитывая последние события, которые произошли в Казахстане, на и политическую ситуацию в Казахстане, безусловно, это может повлиять. И, конечно, здесь нужны какие-то определенные превентивные меры. Со стороны России в чем интерес в том, чтобы страны Центральной Азии могли объединиться и как-то вот сделать свою какую-то, да, независимую площадку от той же России, той же США, той же того же Китая, то это в первую очередь связано с ситуацией в Афганистане. Там есть вот конспирологические теории, что там здесь на южном подбрюшье России хотят открыть второй фронт, чтобы отвлечь, все такое, 5-10, то вот эти... Бакытбек, давайте мы к ситуации в Афганистане вернемся чуть-чуть позже, потому что тема обширная, интересная, я думаю, надо будет подробнее обсудить. Но вот уже завершая тему, как Российская Федерация смотрит на этот саммит, на эту консультационную встречу, на ваш взгляд, то, что в качестве наблюдателя не были приглашены какие-то российские чиновники, это сигнал для Кремля и для всего остального мира, что наконец-таки Центральная Азия способна самостоятельно принимать решения без участия так называемого большого брата, каким себя традиционно позиционировала Российская Федерация? Ну, вообще вот динамика, да, и, можно сказать, эволюция объединения стран Центральной Азии мы можем наблюдать с 1997 года, когда также вот в 9-10 январе 1997 года в Бишкеке был подписан договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан, ну вот всеми 5 странами, и международный документ об экономическом единстве и дружбе республик. Да? Но этот документ, он был просто подписан, и, по сути, вот с 1997 года, можно так сказать, и провисел. Да? За этот период, помимо вот, как вы отмечаете, российского фактора, да, здесь необходимо учитывать еще и внутренние факторы. Факторы природу вот, руководителей вот, тех времен, той эйфории, которую, да, вот, независимо, вот всем хотелось порулить, так сказать, своим государством, не соглашаясь там, с тем, или не консультируясь, или не советуясь. Да? И вот этот момент смены, да, вот, руководителей стран Центральной Азии, Каримов, Назарбаев, в Туркменистане, вот уже, можно сказать, третий, да, человек уже меняется, в Кыргызстане. Это все уже тоже, можно сказать, повлияло, раз. Во-вторых, этому вот площадке, объединению, созданию вот этой площадки, когда страны Центральной Азии на уровне глав министров иностранных дел проводили встречи,
вот первая встреча, вторая, третья, несколько уже 2014 или 2015 года начала проводиться встречи S1+5, это Соединенные Штаты запустили. Потом, вот недавно эту площадку также запустил Китай, консультативные встречи вот напрямую с лидерами, с руководителями глав внешнеполитического ведомства стран Центральной Азии. Такой же потом проект запустила Российская Федерация. И в этом случае Россия, можно сказать, уже признает вот этот момент. Да, безусловно, мы видим тенденцию отхода от соглашательской позиции с Россией и уже, можно сказать, формирование уже такой какой-то независимой политики. И да, это в целом, безусловно, необходимо, это требование времени, это требование ситуации, и в целом динамика и дальнейшая эволюция победительного проекта, оно будет очень способствовать как развитию стран самих Центральной Азии и населению этих стран, да, вот бизнес-проектам. Просто аналог взять Европейский Союз, который, в принципе, Европейский Союз, который пришел вот к этому объединению, да, через 2 мировые войны, через столько потерь, да, и если мы придем вот к этому процессу вот этими мирным способом на уровне вот таких процессов, это будет очень хорошо. И Россия должна признать, и в целом в будущем, да, и Россия признает, и ей также было бы удобнее работать со стабильным, так сказать, уверенным регионом. Теперь, Бакытбек, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, удастся ли преодолеть внутренние противоречия странам Центральной Азии. Ну, во-первых, начнем с того, что не прекращается, к сожалению, порой переходящее в кровопролитие вооруженное противостояние на границах Кыргызстана и Таджикистана. Традиционно является борьба за лидерство в регионе между Казахстаном и Узбекистаном. Туркменистан, как я говорил, он придерживается нейтралитета и довольно, выстроив у себя тоталитарный режим, довольно неактивно участвует в различных интеграционных объединениях. Удастся ли преодолеть все эти внутренние противоречия для того, чтобы действительно, как вы сказали, создать некое подобие Евросоюза? Вообще, вот я до этого же отметил, в 1997 году, да, был вот подписан документ, и, по сути, более 30 лет, можно сказать, вот страны Центральной Азии шли вот к тому, что вот инициировал Казахстан. Это вот все происходит по инициативе Казахстана, вот, в консультациях со странами Центральной Азии. Да? И, безусловно, дальнейшая динамика это вопрос, который вы говорите, да, снятие противоречий между Казахстаном и Узбекистаном, между Таджикистаном и Кыргызстаном. Это вопрос времени, вопрос прихода новых каких-то сил, которые будут, да, в своих программах говорить, уже включать в повестку дня вот вопросы интеграции стран Центральной Азии. Это может происходить и как в Узбекистане, так и в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, когда внутренние какие-то силы, да, будут свои политические заявления, программы вот, включать вопрос мирного развития региона, вопрос развития, вопрос интеграции и много таких моментов. Да. Конечно, мы должны быть реалистами, так сказать, одной встречей, одним мановением руки все те вопросы и противоречия, которые были годами, решить сложно, очень трудно и нужно время. Но уже то, что вот идет начало этому процессу, и документ, который был предложен Казахстаном,
который в последующем, да, может быть доработан, дополнен какими-то определенными, да, мнениями. Думаю, вот мы должны видеть окончательный документ, который будет там принят. Это тоже важно. Какой будет документ. И в последующем реализация. Мы же видим вот проект ЕАЭС, да, вот снятие границ, всего этого, и потом видим, опять же, реалии, да. Документ принят, единая таможенная граница, все это, да, в реальности наблюдаем, да, вот скопление фур, там, когда Россия не пропускает на границе с Казахстаном, Казахстан не пропускает на границе с Кыргызстаном. Ну, вот эти моменты, да, и, конечно, вот вопрос, который вы подняли, он очень важный, актуальный, но его сразу так решить сложно, очень сложно. Но это вот это то, что вот это мероприятие и начало всего этого, она очень обнадеживает. Теперь поговорим об Афганистане. Не станет ли он действительно, ну, скажем так, камнем преткновения для того, чтобы эти интеграционные процессы прошли гладко и хорошо? Не будет ли он использован третьими силами, там, не знаю, эскалация конфликта, неожиданное резкое нападение? Мы знаем, что и у Таджикистана довольно большая граница с Афганистаном, и у Туркменистана довольно протяженная граница с Афганистаном, и мы понимаем, что, несмотря на то, что Талибан, эта террористическая организация, захватил власть в Афганистане и заверяет нас, что там все спокойно, те сообщения, которые независимых источников информации, которые оттуда поступают, ну, говорят нам о том, что рано говорить о спокойствии в Афганистане, о том, что режим талибов, ну, это, прямо скажем, не светское демократическое правительство. Ну, вопрос светкости, он, знаете, вот нужно смотреть так более-менее шире, да? Те же Арабские Эмираты, те же саудиты, тот же Иран, они не светское, но население, по сути, вот в Иране, допустим, да, вот через революцию привело к той модели, которая сейчас есть. Это теократическое государство. В Афганистане, да, вот сколько лет пытались, и буквально там за месяц-полтора Талибан полностью практически, да, 80-90% взял власть в свои руки. Поэтому этот вопрос теократии, он не должен быть преткновением в формате, да, сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном, да. И мы должны искать моменты, так сказать, сотрудничества. Допустим, есть возможности в случае строительства Камбарата-1, то может быть запущен проект КАСА-1000, который подразумевает, да, транспортировку электроэнергии в Афганистан в Пакистан через территорию Афганистана. Таджикистан, в принципе, уже готов, он уже, в принципе, да, вот, достроил Рагунскую ГЭС, и его возможности, мощности уже, по сути, готовы к транспортировке этой электроэнергии в страны Южной Азии. Узбекистан. Я прошу прощения, Бакытбек, мы тут говорим не про теократию, а про побивание камнями, отрезание голов, запрет девочкам учиться, убийство музыкантов и разные другие вещи, которые, ну, они не о теократии говорят, они говорят о средневековом, очень, очень дремучем, очень опасном, агрессивном и кровавом мышлении этого режима. Вот это больше беспокоит, а отнюдь не то, что они объявляют себя теократией. Да, согласен. И здесь Талибан, вот с точки зрения, если рассматривать вот, вопрос безопасности Центральной Азии, в формате, так сказать, того, что... Да, проблема Афганистана, которую вы сейчас отметили, я согласен, это есть, да? И по этому вопросу и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и Россия, они солидарны, чтобы как-то вот Талибан был более, так сказать,
цивилизован и разговаривал на цивилизованном языке со странами другими, с другими странами. И другой момент, который актуализируется, да, это угроза, которая говорят со стороны Афганистана. И в основном эта угроза связана не с Талибаном, а с другим моментом, это касательно ИГИЛ. ИГИЛ, он проект, который имеет наиболее, так сказать, более радикальные и более угрожающие аспекты. Проект ИГИЛ, он, можно сказать, интернационален. Вот. Мы наблюдали, как ИГИЛ, да, методами вербовки и привлекал в свои ряды как членов как из стран Европы, России и также из стран Центральной Азии. Вот этот проект ИГИЛ, он очень имеет, так сказать, угрозу в случае дестабилизации в странах Центральной Азии. Вопрос спящих ячеек очень актуальный. А вопрос Талибана, я опять же согласен с вами, он имеет очень серьезную, большую, важную проблему внутри Афганистана. Бакытбек, ну и завершая уже, наверное, наш с вами разговор, я хотел задать вопрос, который касается непосредственно нашей страны. Среди всех 5 центральноазиатских государств мы, может быть, не способны хвастаться экономически, но одна вещь у нас есть, и мы ею гордимся, и гордимся по праву. Это свобода слова и сильное гражданское общество. И в этом мы, наверное, впереди всех 5 стран Центральной Азии. На ваш взгляд, при интеграционных объединениях удастся Кыргызстану, я имею в виду центральноазиатских, удастся ли Кыргызстану сохранить сильное гражданское общество и свободу слова? Потому что, ну, глядя на происходящее в Туркменистане, Таджикистане, да даже в тех же Казахстане и Узбекистане, честно говоря, немножко настораживает. Но, вы знаете, мы данный вопрос должны рассмотреть, я вот, когда после казахстанские события, да, статью писал по ситуации в Казахстане, и данный вопрос рассматривал через вопрос борьбы эксклюзивных и инклюзивных институтов, да. Но вы правильно говорите, вот то, что вы перечислили, они категории инклюзивных институтов. У нас общество включено в процесс принятия решений, гражданское общество, средства массовой информации, да. Другой вопрос, что, да, в Казахстане, да, этот вопрос, он уже вот, вылился в те события, которые произошли, да. Тот же вопрос, который произошел в Узбекистане, Каракалпакстане, да, помимо того, что моменты касательно внешних игроков всего этого, да, мы должны рассматривать данный вопрос, мне кажется, через внутренние процессы, да, и внутренние проблемы этих стран. И, безусловно, вопрос касательно развития инклюзивных, эксклюзивных институтов, это вопрос тех самих стран, да. Мы видим, как Казахстан, да, после событий 2020 года начал такую реформу и включает уже процесс, при котором вот эта суперпрезидентская власть, которая была при Назарбаеве, она уже отходит, и там уже определенная роль парламента уже включается. Можно сказать, парламент — это тот же орган, который является органом гражданского общества, доносителем чаяний, надежд народов до органов государственной власти. Конечно, это вопрос времени, и очень важный вопрос, что окажет влияние институтов Казахстана, Туркменистана, Узбекистана на Кыргызстан, или же влияние процессов и системы и институтов Кыргызстана на эти страны, учитывая то, что более глобальный процесс связан с событиями, и с институтами, которые сформированы в Кыргызстане. Думаю, скорее всего, вот такой формат может произойти, что Кыргызстан окажет последующим, да, модели, которые
сформировано, здесь может оказать влияние на трансформацию госсистемы и госинститутов, системы гражданского общества соседних стран. Мирзоев же сказал, почему вы до меня не донесли другое мнение, которое там было, да, которое не хотело ходить и терять свою независимость в Каракалпакстане, допустим, да, если бы были там институты того же гражданского общества в полной мере работали, а там, по сути, сейчас вся вина идет на руководителя администрации, который как-то не донес или как-то там не доглядел, не углядел. И вот произошло то, что произошло. Да? И в этом случае, опять же, я действительно вижу, как Токаев какие-то шаги делает к той модели, которая уже есть. Да, он считается с тем, что необходимо какие-то альтернативные системы сдержек, противовесов проводить. Да, это вопрос времени, безусловно, но мы же видели, как французская революция оказала влияние в целом, да, на Европу. Ну, там, наверное, больше кодекс Наполеона оказал влияние, но хотя и французская революция, безусловно, тоже. Бакытбек, благодарю вас. Гитлер же не смог оказать влияние в целом, да, понимаете? Да, он пробовал, он войну сделал, да, но в целом я был в Германии, в Центре исследований для ОБСЕ, я как раз 9 мая был, и ментор, с которым я работал, я спросил, как у вас отношение к периоду Гитлера, ко Второй мировой войне. Она сказала, можно я вам покажу? Мне было интересно. И повела на берег Эльбы, и там была разрушенная церковь. Она со Второй мировой войны, они сохранили ее. И она говорит, это бомбили американские и английские самолеты. Это, говорит, мы оставили, чтобы не обманываться на те идеи, на то, что тогда было предложено Гитлером, да, и мы сейчас сохраняем в себе эти ценности, которые сейчас даны демократией. Поэтому французская революция, единство, свобода, равенство, братство, оно работает до сих пор. И кровь. Про это тоже не стоит забывать. Бакытбек, спасибо вам большое. Тоже хочется верить в оптимистичные прогнозы, что, возможно, сейчас от авторитаризма наши просвещенные соседи, в частности, большие надежды возлагаются на Касым-Жомарта Токаева, будут переходить все-таки к какой-то иной модели. Ну и, может быть, все мы действительно образуем крепкую семью центральноазиатских государств, чем-то, может быть, даже похоже на Евросоюз. Для наших зрителей напоминаю, что в гостях у нас был Бакытбек Джумагулов, председатель общественного фонда Институт мира и развития Центральной Азии. Бакытбек, спасибо вам большое. И нашим зрителям спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на телеканале Next FM, на наших страничках Facebook, YouTube. Не забывайте лайкать видео, чтобы они набрали большее количество просмотров, чтобы как можно большее количество людей их увидело. Мы работаем для вас. Увидимся, когда увидимся.